Рассказы Лукмана. Лукман Закиров, старейший писатель Татарстана. Ему 97 лет. Меня зовут Алиса, я подбираю его произведения для их озвучки и размещения в интернете. Писатели, в том числе писатели татарские. Как ни странно, из нашей деревенской Нижнеашминской семилетки, расположенной в Мамадышском районе Татарской АСР, раньше так Татарстан назывался, вышли 5 писателей, из которых 3 являются лауреатами государственной премии имени Тукая, что считается в Татарстане выше Нобелевской премии мира. В Татарстане нет ни одного Нобелевского лауреата, хотя заявки были. Тукаевская премия присуждается как Нобелевская ежегодно и тоже только живым. На сегодняшний день их в Татарстане на момент написания этого рассказа, на сегодняшний день их в Татарстане 236 человек. Из них 25% писатели. Мои земляки, в отличие от меня, мечтали о писательстве с малых лет. И, судя по биографиям, писали стихи еще в школьные годы. Перечислим писателей, вышедших из Нижнеашминской школы, моих земляков. Внимание на экран. Махмудов, Мансуров, Мухаммадиев, Мустафин, ну и я, ваш покорный слуга Лукман Закиров. Будучи офицером советской армии, я прожил большую часть своей жизни вне Татарии и узнал о своих знаменитых земляках лишь в отставке, случайно оказавшись в одном союзе писателей. Писатель для меня был почти что богом, и потому я даже не размышлял стать таковым, а задумался об этом лишь при составлении своего сборника афоризмов. Писатель – это мученик, у которого трещит голова от собственных мыслей. Не писать он не может, в противном случае он сойдет с ума от перенасыщения мозгового вещества. Конец цитаты. В Союзе писателей Татарстана более 350 писателей, из которых около половины поэты. По этизированности Союза писателей не стоит удивляться, ведь почти что нет у нас человека, который бы не писал стихи в юности. Есть даже поэты в некоторых детских садах. Советские писатели безбедно существовали за счет бюджетных гонораров, получаемых из Литфонда. Гонорары выдавались даже авансом. И были случаи, когда писатель уходил в мир иной должником. Многомиллионные тиражи, издаваемые за счет бюджета госкниг издатом, создавали миф о самой читаемой стране мира. Однако эти тиражи из-за перегруженности библиотек и книготоргов частично уходили в макулатуру, и советский человек, сдав определенное число килограммов макулатуры, мог получить талон на покупку дефицитных зарубежных изданий. На моей книжной полке до сих пор еще лежат тома Агаты Кристи, Александра Дюма и другие, добытые в советские времена таким путем. Однако с распадом СССР распался и Литфонд. Оговорка, видимо, по Фреду. И писатели, внезапно потеряв почву под ногами, оказались в растерянности. В годы кратковременной демократии многие соцреалисты, не выдержав конкуренции с реалистами, потеряли форму и приложили все силы и умения для возврата к прежним порядкам. Теперь, в годы ускоренного возрождения прошлого соцреализма, этот пробел уже заделан, хотя нет пока что ни госплана, ни цензуры главлита.
Поскольку в нынешней полурыночной системе неудобно финансировать писателей прямо из госбюджета, это делается гибридно. Они разбросаны по редакциям многочисленных газет и журналов и в другие медийные учреждения, где, занимая бюджетные кресла, получает, кроме нерегулярных писательских гонораров, твердую зарплату. У них есть даже трудовые книжки, и они уходят на пенсию, как все нормальные люди, согласно занимаемой должности. Трудно определить со стороны, чем занимается писатель на бюджетном месте, в своем бюджетном кресле. То ли он строчит свои стихи для будущего сборника, то ли редактирует чужие. На то и гибридность, чтобы было туманно. Если в рыночных странах писатель – это профессия, то в нашей полурыночной системе это лишь хобби. Но быть членом Союза писателей у нас намного почетнее, чем быть врачом, инженером или учителем. В самом деле, кто бы помнил, скажем, врача Василия Аксенова, не будь он писателем, а теперь он стал известнейшим человеком. У него есть даже дом-музей, где ежегодно торжественно отмечает день его рождения. Но Аксенов здесь не одинок. И в России много других врачей, которые, бросив весьма нужную для людей профессию, вышли в люди благодаря писательскому хобби. Антон Чехов, Михаил Булгаков и другие. Однако я, как инакомыслящий, в этом вопросе тоже мыслю по-иному.